Часть 2. Приказом Наркома внутренних дел СССР Лаврентием Берии от 5 декабря 1944 года был образован отдел специальных заданий НКВД СССР. Главными задачами новому подразделению ставилось руководство и оказание помощи национально-освободительному движению мусульман Восточного Туркестана. Главой отдела был назначен бывший начальник разведывательного отдела НКВД генерал-майор Владимир Игнаров. Его заместитель, бывший начальник отдела 4-го управления НКВД СССР, полковник Николай Прокопюк. Таким образом, полем деятельности спецотдела НКВД стала целая провинция соседнего государства с многомиллионным населением. Операция по принуждению Восточного Туркестана к сотрудничеству получила неофициальное наименование «Второй дом». Оперативные базы восстания располагались в Алмате и в Хоргосе, а также на территории резиденции советского консула в городе Кульджи, так называемый «Второй дом». На чекистском жаргоне «Большой» или «Первый дом» – это наименование здания НКВД НКГБ в Лубянке, Москве. Поэтому в Кульже был, соответственно, «Второй дом». Чтобы операция по принуждению Восточного Туркестана к сотрудничеству проходила по плану и успешно, «Второй дом» опутал эту страну, включая ее освобожденные районы. Под широкой шпионской сетью они работали беспрепятственно, свободно и постоянно. Заруд Сабир в книге «Анна Юрт» писал: «Любая работа докладывалась консулу СССР. Временное правительство Восточно-Туркестанской республики работало только по предписанию Второго дома. От такой системы управления все оставались недовольными». С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проводилась встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля. Эта встреча служит для того, чтобы восстановить обостренные отношения Китая и СССР. 8 апреля 1945 года была учреждена Национальная армия Временного правительства Восточного Туркестанской республики. 23 июня 1945 года в округе Аксу эскадрон полковника Сапахуна освободил старый город и 26 июня начал штурм на новый город Аксу. 14 августа 1945 года был подписан Совето-Китайское соглашение. В этом соглашении были признаны независимость Монгольской республики, а Восточный Туркестан, создавший свою независимую республику, был отдан гоминданцам, признав его неотъемлемой частью Китая. В середине сентября 1945 года на территории Кашгарского округа военные специалисты СССР организовали два полка из населения уйгуров, кыргызов и таджиков, обучавшиеся месячным курсом военных дел. Они начали наступать на Янгисар, Яркент и Карагилик. 15 сентября 1945 года Ташкоргонско-кыргызский полк, освободив Опал, двинулся на Ташмелик, потом на Тагарма, Балункол и Ташкоргон. Таким образом, в сентябре 1945 года, кроме освобожденных округов Или, Алтая и Тарбагатая, в районе южной части Восточного Туркестана Янгисар и Яркент были частично освобождены, а Карагиликский, Паскомский и Ташкоргонский районы были полностью освобождены. Также кумулские партизаны освободили несколько горных районов Кумулского округа. В городе Аксу, Кашгар и Учтарпане начали распространяться пропагандистские листовки. Старшеклассники бросали учебу, проводили демонстрации. Войска национальной армии дошли до реки Манас и готовились к наступлению в столицу Восточного Туркестана, города Урумчи. До Урумчи оставалось 250 километров. В это время, в сентябре 1945 года, руководителем операции «Второй дом», прикомандированным военным частям, советникам из Красной армии и НКВД, также в главный штаб Национальной армии Восточно-Туркестанской республики поступило указание Москвы прекратить активные боевые действия против гоминданских войск, перейти к обороне и содействовать переговорам по мирному урегулированию конфликта с китайской администрацией. В сентябре 1945 года Чан Кайши сообщил о своем признании легитимности правительства Восточно-Туркестанской республики и представлении Синьцзяню местной автономии.
Урумчи для переговоров с правительством восставших округов был отправлен начальник Главного политического управления Гоминдана Чан Жи-Чуна. 13 октября 1945 года было остановлено военные действия. В начале октября до декабря 1945 года было полностью собрано и вывезено в СССР все оружие Национальной армии Восточного Туркестана, которые сами продавали, и обеспечение было остановлено. 17 октября 1945 года Чан Кайши приказал Чан Жи-Чуну начать переговоры. 29 августа 1949 года на территории Казахстана была испытана первая атомная бомба Советского Союза. 10 октября 1949 года автомобильный полк первой степной армии коммунистического Китая заехал в город Урумчи. Достаточно привести лишь несколько примеров из книги Обухова под названием «Уран для Берии», чтобы понять, как и в какой степени Второй дом держал под строгим контролем революцию и его правительство Восточного Туркестана. Создавший вооруженные отряды из населения Алтая был полковник КГБ, резидент НКГБ Алтайском округе Восточного Туркестана Ахмед Абузаров. Числился вице-консулом СССР в Сарасубе 1943 по 1946 года. Сотрудник НКВД Казахстана Джакуб Токтобаев вплоть до декабря 1947 года руководил сетью советских агентов в Кашгаре. Главнокомандующий партизанского штаба Временного правительства Восточно-Туркестанской республики был Александр Полинов. Главнокомандующий национальной армии начальник штаба Мажаров. Из 14 войсковых контингентов лишь 5 командовали уйгуры: Мамтамин Иминов, Сопахон, Аюбек, Махамаджан, Мырзыгуль. 5 июля 1945 года был сформирован кавалерийский отряд во главе командиром Сопахуном для ведения боевых действий на территории Аксуйского округа. Контроль за действиями отряда осуществлял полковник НКВД СССР Иван Иванов. 13 октября 1945 года, когда было остановлено военное действие, Второй дом продолжал и не ослаблял контроль. Об этом рассказывал Никифор Студеньков. Я и Феофан Карташов, Фатей Лескин, Василий Могутнов и другие русские офицеры по-прежнему оставались военнослужащие армии Восточного Туркестана, поскольку в наших руках были сосредоточены довольно влиятельные военные силы. Товарищи из Второго дома внимательно контролировали наши деятельности. Хотя по обстоятельствам того времени в Ялтинской встрече было решение признать Восточный Туркестан неотъемлемой частью Китая, по факту мы можем сказать, что для создания первую атомную бомбу Советский Союз и Сталин использовал и пожертвовал народом Восточного Туркестана. Чтобы достичь почти даром и качественный уран, путем революции освободил нужные части земли Восточного Туркестана от гоминданцев. Точнее, округ Или, Алтай, Тарабагатай и даже часть юга страны, например, Ташкурган. Также взял под контроль руководителя восстания казахского народа Алтая Османа Батыра, который постоянно гонял советских горных инженеров и рабочих рудников из территории Алтайского округа. Сталин, выставляя проблему Восточного Туркестана, добился независимости Северной Монголии. Этим он обеспечил безопасность своих границ через Монголию с Китаем. Получив ряд льгот Ялтинской встречи, стабилизировал территорию СССР с выходом на Тихое море. Дальянский порт стал международным. Люшанкью станет базой морского флота СССР. Маньчжурская железная дорога станет китайской, так и советской. Обеспечил себя гарантиями в случае разлада с отношениями с Китаем, как и использовал в 60-е и 70-е годы, и может опять поднять уйгуров против Китая. Сайдулла Сайпулаев писал: давление со стороны мирового общества на Москву, чтобы проводились мирные переговоры с гоминданцами, не было. А значит, то, что СССР
с начала до конца не ставил вопрос о создании независимости государства Восточного Туркестана. Эти слова подтверждают такие факты. На решении Ялтинских и Потсдамских собраний, также в соглашениях московских переговорах, были отказаны вопросы о создании государства Восточного Туркестана, и СССР не требовал. В 1938 году Шен Ши-цай был в Москве, и Сталину предложил создание независимую республику Восточного Туркестана. В 1941 году он снова предложил советскому правительству создать Восточный Туркестан. Если по предложению Шен Ши-цая создалось государство Восточного Туркестана, то правителями будут китайцы. Несмотря на это, Сталин не захотел. К этому же Молотов 3 июня 1942 года отправил письмо Шен Ши-цаю. В письме были перечислены ряды ошибок, допущенные со стороны Шен Ши-цая. И два его предложения о создании государства Восточного Туркестана были критикованы. В начале 1945 года Временное правительство Восточно-Туркестанской республики отправило письмо с просьбой в Москву признать правительство Восточно-Туркестанской республики, но Москва конкретно ответа не дала. Начальник политического управления Гоминдана Чжан Чжи-чжун писал, что США не допустят, чтобы появилось новое государство под покровительством СССР. Китайские коммунисты, которые воюют за власть с гоминданцами, тоже не хотят правительства нового государства, отделившегося от Китая. Положение уйгуров и Восточного Туркестана в то время не было столь безнадежным, чтобы говорить, США не допустят появления независимого государства Восточного Туркестана. Например, Зортун Сабир писал 4 июля 1944 года, Рузвельт требовал от Чан Кайши, чтобы всем фронтам, которые воюют против Японии, был командующий генерал Сет Уэйн. Рузвельт требовал категорически и с ультиматумом, но Чан Кайши не захотел. Если бы он согласился, то Рузвельт и Сталин становились отцами государства Китая, определяющие его судьбу. Тогда отделились бы Восточный Туркестан, Манчжурия, Монголия, Тибет, и на нынешней территории Китая образовались 5 государств. Когда проводились встречи руководителей 3 ведущих государств мира, 2 декабря 1943 года в Тегеране был признан и Тайвань неотъемлемой частью Гоминданского Китая. В 1970 году на месте Гоминданского Китая Организация Объединенных Наций был регистрирован коммунистический Китай, и до сих пор Тайвань знают как часть Китая. Но Тайвань под покровительством США существует как суверенное государство. Из-за географического местоположения Восточный Туркестан был лишен такой возможности. Англия тоже старалась сохранить уйгурское государство Яқупбека, существовавшее с 1868 по 1878 годы, и Восточно-Туркестанское исламское государство, существовавшее с 1933 по 1934 годы. Турция и Япония из-за дальности дорог тоже не смогла оказать своевременную помощь, которую планировали. Тем, кто знает историю Восточного Туркестана, хорошо известно, что, находясь в годы под колониальной системой, народ Восточного Туркестана ни одного года не пропустил без пропагандической деятельности и без борьбы за свою независимость. Поэтому европейские историки пишут, что история Восточного Туркестана – это и есть история борьбы, восстания за свободу. Поэтому и это восстание быстрыми темпами расширялось и стало всеобщей Восточно-Туркестанской Народной Республикой. Народы Восточного Туркестана без пропаганды советской власти всегда были готовы на борьбу за свою независимость. Только ждали сигналов от своих руководителей – Хакимбека Хаджи и Халпам Хазрат. Хакимбек Хаджа и Халпам Хазрат являются одними из таких руководителей. Они и понимали, что пока стоят две империалистические государства, которые против создания независимости государства Восточного Туркестана, вооруженное восстание будет сопровождаться напрасными кровопролитиями. Однако в 1944 году провокация советских коммунистов и ложные обещания взяли верх. В результате
корыстные коммунисты получили то, что хотели, а народ Восточного Туркестана отдали в рабские двойные кандалы.